На дворе лето, это значит, пора вспомнить о благоустройстве столицы, в частности, об озеленении. На цветочное оформление скверов и площадей из городского бюджета в этом году выделено более 3 миллионов рублей. Между тем, деревья и кустарники несут не только эстетический вид, но и защищают город от пыли. Кто в столице занимается этим вопросом и когда Якутск по праву будет считаться не только самой северной, но и самой зеленой столицей, разбиралась Ульяна Шагина. Рябина сибирская, тополь душистый, черемуха, яблоня. Ели разных видов. Все эти растения могли бы украсить запыленный Якутск, но сегодня, к сожалению, ландшафтный дизайн столицы состоит в основном из берез и ив. Причем ива одна из самых простых видов, прутовидная, высаженная еще в середине прошлого века. Ученый растениевод, почвовед Иннокентий Федоров на своем участке выращивает более 50 различных видов деревьев и кустарников. Среди них акация желтая. Он предлагает заменить невзрачную иву именно этим растением, цветущим желтыми цветами. И когда она вся распустится, она будет сплошная зелень. Почему она хороша? Она, хотя и не местная якутская, но она родом из сопредельных областей, достаточно экстремальным климатом. Это Иркутская, Амурская область и другие. Она красива, и при достаточном увлажнении она цветет красивыми желтыми цветами, может цвести даже больше 20 дней и украшать нашу улицу. Сегодня обязанность озеленения лежит на городских управах. Каждый округ ежегодно высаживает порядка 2500 саженцев, которые привозят из леса. При этом, как показала практика, многие из них не приживаются. Приживаемость у нас, скажем, не на большом уровне, то есть за зиму у нас тоже много деревьев и кустов погибает, которые приходится менять все равно в любом случае. И даже горожане готовы сказать, где сегодня зеленых насаждений не хватает. Ну, хотелось бы, чтобы погуще были, побольше, чтобы зелени, красоты. Хотелось бы, чтобы было побольше. Ну, вот, например, по центру. Ученые считают, что проблему может решить собственный лесной питомник, который сможет обеспечить столицу необходимым посадочным материалом. Нужно, чтобы питомник был, чтобы были профессиональные люди этим занимались, чтобы эти же березы, эти же кустарники вовремя заменяли, как-то все-таки давали форму, ну и так далее и тому прочее. Это очень нужное дело. 2 ботанических сада сегодня не в силах обеспечить всю столицу необходимыми саженцами деревьев. Между тем, Ботсад при Северо-Восточном университете высаживает их на территории студгородка. К примеру, в прошлом году посадили яблони и акации. При должном уходе, на самом деле, можно вырастить практически все, что угодно. Барбарис можно даже высадить. Но главное – это уход. Должный уход. И поскольку все-таки это все равно городская территория, нужно как-то то ли ограждать, то ли как-то информировать людей, то, что здесь не нужно ходить, не нужно ломать. В прошлом году в Якутске разработали архитектурную концепцию комплексного озеленения центральной части столицы. Пока рано судить, насколько с этим документом пыльная столица сможет превратиться в зеленый оазис. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Якутск.